раньше рисовали ли ваш портрет? Нет, не рисовали. А хотелось бы увидеть, как вас изобразят дети? Я не ожидал этого предложения, и поэтому, ну, скажем, довольно любопытно увидеть свой портрет в видении детьми. Здравствуйте! Здравствуйте, детишки! Как у вас дела? У нас великолепно. Как настроение? Как доехали? Хорошо доехал. Пробки еще не начались. Здравствуйте, меня зовут Раиль. Я из Республиканской художественной гимназии «Интернет». И я хочу спросить, почему вы решили спасать людей? Почему решили спасать людей? Это, ну, как бы не совсем корректный вопрос. Я бы сказал, это спасать людей – это состояние души и все то, что в нас заложено от природы. То есть инстинкт самосохранения и желание помочь близкому, оно в каждом из вас присутствует. И в какой-то момент проявляет себя в своих желаниях, возможностях. Ну, в частности, как у меня, скажем так. Здравствуйте, меня зовут Вали Ахметов Айдар. Скажите, пожалуйста, а вы не жалеете, что выбрали эту опасную профессию? Ни разу не пожалел. Вообще ни разу. Нет. Сразу трое. По одному. Кто? Я. Давай. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что спасатели помнят каждую спасенную жизнь, а вы помните? Скорее, это единичный случай, когда запоминаются какие-то лица или моменты, которые ты спас. А чаще это, ну, как-то отходит на второй план. И, может быть, в силу того, чтобы не загонять себя в какие-то такие рамки, которые могут нанести, ну, моему душевному равновесию дискомфорт, чаще всего это все-таки не запоминается. А вот вы сказали, что это единичный случай. А вот какой у вас вот этот вот случай, который вы запомнили? Которые спасли или не спасли? Нет, вы спасли, вот вы же сказали, что единичный случай только запоминается. А какой вам запомнился? Ну, один быстро расскажу. Зима в районе трамплина. Идет подготовка, ну, ОФП, так сказать, у спасателей, на лыжах бегаем. И бежит маленькая девочка лет 10-12 и говорит: помогите, пожалуйста, моя учительница упала и встать не может. То есть мы подъехали. На самом деле женщина лет 50 с небольшим, преподаватель, каталась с детьми на лыжах и упала. Ну, как потом показала медицина, перелом позвоночника. То есть я по рации вызвал своих ребят с отряда, и на носилках мы ее отвезли, ну, отнесли на руках снизу до верха, и передали скорой помощи. И буквально удивительно, что через полгода пришла женщина к нам в отряд с тортиком с таким. И говорит: вот, ну, естественно, никто ее не помнит. Она говорит: вот я такая-то, такая-то. Спасибо большое. Вот такие единичные случаи запоминаются на всю жизнь. Вот вы часто рискуете своим здоровьем. Вы не боитесь его потерять? Но риск, он всегда оправданный и просчитанный. Естественно, приоритеты расставляются прежде всего жизнь спасателя и пострадавшего. То есть в зависимости от ситуации спасатель только он и никто другой может принять решение. Поэтому стараемся просчитывать все риски. Здравствуйте, меня зовут Юндус. Что такое план спасения? План спасения. Ну, план спасения – это, скорее всего, нормативный документ какой-то, который отрабатывается до того, как сложится чрезвычайная ситуация. Но, как правило, все спасение идет по ситуации, в зависимости от того, какая ситуация создалась. А кто составляет этот план спасения? План спасения, еще раз, да? Ну, его составляют на, скажем так, на предыдущих опытах работы на различных чрезвычайных ситуациях. Как правило, это начальство
А что составляют. делать, вот если вот произошла такая ситуация, и у вас нет плана спасения? Как вы в этом случае поступаете? В 99% так и есть, как ты сказала. Ситуация никогда не соответствует этому плану. Поэтому все разрешается на месте, решение принимается на месте. Скажите, пожалуйста, а после чего вы решили стать спасателем? Я бы не сказал, что после чего. Хотя вот в твоем вопросе, если анализировать именно ситуацию тех лет, может быть, это так и случилось. Мы попали в ДТП большое, и буквально после этого, где-то через 2 месяца, я стал спасателем. Хотя до твоего вопроса я не задумывался об этом. Может быть, хозяину так было нужно. Откуда у вас такая настойчивость, смелость? Это от родителей? Да. Родители у меня настойчивые, смелые, это точно. А где обучают вашей профессии? Нашей профессии первые, значит, спасатели были, как правило, альпинисты, спелеологи, водные туристы, даже конные туристы. То есть все это бралось из туризма, когда молодые, здоровые парни приходили из туризма и становились спасателями. Но сюда нужно было приплюсовать, то есть водитель, сварщик, водолаз, взрывник и прочие куча многих профессий, которым нас обучали в течение вот этих многих лет, по 2-3 месяца уже в специальных заведениях. Сейчас создана Академия гражданской обороны, в которую можно, так сказать, сдать документы, поступить и в течение 6 лет обучиться. А бывают женщины-спасатели? Женщины-спасатели, как правило, это бывают или медики, или кинологи. Есть хорошая служба, кинологические расчеты, которые при помощи собак помогают спасателям находить живых, но иногда, к сожалению, и мертвых. А сколько языков должен знать спасатель? Спасатель международного класса должен знать как минимум английский, ну и свой родной, естественно. Но в силу того, что нету практики общения, мы этот английский учим перед тем, как сдать экзамен или аттестоваться. Потом сдаем экзамены, возвращаемся обратно, и при отсутствии практики постепенно забывается. До следующего экзамена там снова приходит учиться. А вот стресс, землетрясение, ДТП, и вы людей ищете и в горах, и в лесу, и вот этот весь стресс, как вы это все переживаете? Такой не детский вопрос абсолютно. Я, конечно, могу дать и не детский ответ. Дайте не детский ответ. Не детский? Да. Ну, как правило, вечером это происходит после тяжелой работы. 100 грамм водочки. Ну и в баньку там сходить, расслабиться, то есть пообщаться. Главное общение, поговорить об этом. Как вот вы после каких-то экзаменов или каких-то событий начинаете между собой ля-ля-ля-ля-ля, я. Точно так же это происходит у взрослых спасателей, и тем самым снимается стресс. Вам приходилось спасать детей? Да, конечно. Вот, если интересует, был такой интересный случай, позвонили жители Инорса, сказали, что маленькая девочка через зарешоченный балкон пытается вылезти. Это был 8-й этаж. Мы приехали, ситуация оказалась таковой, что родители, молодые родители ушли в магазин или к друзьям каким-то. Ребенок спал. Девочка 4 лет. Нам пришлось к ней спуститься через балкон. А так как замок изнутри тоже закрывался на ключ, и разобрать его не представлялось возможным, пришлось девочку с 8-го этажа эвакуировать на 4-й. Там были соседи добродушные такие. Говорят, что давайте мы у себя ее поддержим, в квартире, пока не придут родители. Мы же не можем сидеть с ребенком во время службы и ждать этих родителей. То есть я ее пристегнул к себе обвязкой своей, тоже одел каску ей. И чтобы она не испугалась, рассказал ей мультфильм, как вы думаете, какой? Про Карлсона, конечно. Малыш и Карлсон, да. То есть вот я буду Карлсоном, а ты будешь малышом. Что очень эффективно сработало, она не плакала, ничего.
То есть я вместе с ней спустился с 8-го на 4-й этаж, передал соседям ребенка, сказал, родители придут, отругайте их. И мы уехали. А вот вы говорите, что вы рассказали ей сказку. А какие вы еще методы используете, когда спасаете детей? Но чаще всего это вот именно, то есть как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты учишься, или ходишь ли ты в садик, что ты любишь. Всевозможные вопросы. Главное с ними разговаривать, чтобы был контакт. А не обижайтесь, что не благодарят так? Мы работаем не за благодарность, это просто душевное состояние. МЧС России входит в 5 самых лучших. Это для вас гордость? Не совсем так. МЧС России входит в первую, не то что первую, то есть они самые лучшие. Самые лучшие. Могу привести десятки примеров. Индонезия, Турция, Сахалин и другие дальние операции, когда все спасательные службы мира останавливаются на темное время суток, прекращают работу. Российские же спасатели никогда не прекращают работу, пока есть возможность спасти живых. А это для вас гордость? Конечно, Вы гордость. гордитесь? Вы суеверны? Сергей Шойгу. Сергей Кужгетович? Ну, да, знает. А Путин? Путин нет. А откуда вы его знаете или он вас откуда Сергей знает? Кужгетовичем мы проводили немало соревнований вместе, в том числе третьи всероссийские соревнования здесь у нас в Башкирии в 97 году на Арском камне. Когда он прилетел, он, как правило, прилетал раньше только на открытие и улетал, потом на закрытие через неделю. Но именно как раз в 97 году на Арском камне он прилетел, мы соревнования открыли, он сказал, о, здесь мне нравится. И поехал кататься на наших башкирских лошадях. В результате он 3 дня у нас прогостил. Потом куда-то слетал, вернулся обратно и закрыл соревнования. А вы лично с ним знакомы или Да. просто видели? Ну, лично знаком. То есть, если вы ему сейчас позвоните, он вас узнает? У меня нет его сотового телефона. Но если вы ему позвоните, он вас узнает? Ну да, если я представлюсь и скажу, что Сергей Кужгетович, это вот Юра Туманов из Уфы, песни которого там, так сказать, слушают все спасатели России. Он вспомнит. А можно ли вам отключать телефон? Телефон, я вот только сейчас его отключил во время съемок, но после того, как съемки закончатся, я обязательно его включу, потому что у нас есть такое положение, оперативно-техническая готовность. То есть все время быть в зоне доступа, в любое время дня и ночи. А вы помните свои первые операции? Да, помню. Можете? Закончилось? Да, рассказать. Это очень, так сказать, черные события, я бы не хотел их. Но могу рассказать, вы сами решите, нужна она вам или нет. По какой-то неизвестной причине молодые люди, ну, в то время экстремалы, любили кататься на лифтах сверху лифта. То есть они спускались вниз, то есть вызывали лифт на 9-й этаж, условно скажем, или 12-й, и на лифте катались. И, как правило, очень много поражающих факторов. Торчащая арматура или подъем лифта до 9-го этажа, то есть люк закрыт. Но в результате парень лет 14-15 просто погиб, упал между лифтом и шахтой, его там затерло. Но очень было грустно оттуда его вынимать. Поэтому не предпринимайте таких экстремальных решений. Есть другие виды спорта. Сноуборд зимой, да? Расскажите, пожалуйста, свой режим дня. Режим дня? Да. Ну, режим дня у спасателей, к сожалению, отличается, или, может, к счастью, трудно сказать, от обыкновенных людей, потому что биоритм, к которому вы все привыкли, то есть ложиться и вставать в одно время, питаться в одно время работать, ну, в течение суток, он абсолютно полностью отсутствует или сбит у спасателей. То есть он должен быть способен работать в любое время, не есть какое-то время суток. И все это, ну, как бы приучает именно спасателя к коммуникабельности в любое время суток выполнить поставленную задачу. А у вас есть страховка? Страховка? Тут тоже вопрос не совсем как бы
Я не могу вам ответить стопроцентно. По той причине, что страхуют нас, министерство должно страховать. И с какого по какое время и на какие суммы, это мне просто неизвестно. Но она должна быть согласно трудового договора. Скажите, пожалуйста, а вот у вас перед операцией какой-нибудь ритуал есть? Ритуал это что? Ну вот, допустим, какая-нибудь молитва, чтобы все прошло успешно или что-то еще такое? Нет, есть инструкции по технике безопасности. И мой непосредственно жизненный опыт, который сообразно ситуации, я говорю своим спасателям, что и как делать. Ну, естественно, слежу за ситуацией. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Слава все тому же Всевышнему, что все живы и здоровы. А вот куда я могу обратиться, чтобы снять кошку с деревом четырехэтажного дома? То есть дерево размером с четырехэтажный дом. Раньше мы ездили на кошек, ну и сейчас иногда бывает так, что вынуждены ездить. Но вы когда-нибудь видели мертвую кошку на дереве? Нет. Поэтому мы не ездим на них. Но бывает из ряда вон выходящие случаи. Звонит женщина, ну как мы выяснили потом, бабушка, утром, и говорит: ребята, мне надо кошку снять, она вот на уровне 3-го этажа и мяукает уже 2-й день. Мы ей сказали, что едем пока на квартиру с горящим газом, в которой остался маленький ребенок, как дверь захлопнулась. К вам приедем позже. В результате мы про нее забыли. Вечером этого же дня, слава богу, этого же дня, вечером звонит молодой женский голос и спрашивает: бабушка утром по поводу кошки звонила? Мы: да, говорим, звонила. Она говорит: приезжайте, снимайте бабушку. Поэтому пришлось ехать и снимать бабушку. Чтобы таких случаев не происходило, мы стараемся приезжать все-таки. Скажите, пожалуйста, а как быстро вы приезжаете? Время выезда с места дислокации летом 3 минуты, зимой 5 минут. А если пробки? Ну, пробираемся как можем. И благодарим тех водителей, которые уступают все-таки место с машине со спецсигналами. А часто ли у вас болит сердце за чужие судьбы? Я пытался уже на этот вопрос ответить. Вы знаете, если переносить все на себя, тем более на сердце, ну, ни один нормальный человек этого не способен будет выдержать. И поэтому с годами, с опытом вырабатывается определенный иммунитет, и это начинает восприниматься как работа. Если все это воспринимать, пропускать через сердце, ну, наверное, долго не протянешь. Хотя все равно какой-то отпечаток накладывается однозначно. Были моменты у вас, когда вы хотели все бросить? Бросить в смысле? Ну, в смысле, свою работу? Нет, Или таких что? моментов не было никогда. Все, что мы начинаем, мы доделаем до конца. А чем для вас пахнет детство? Детство? Ты когда-нибудь была в деревне? Да, конечно. Как пахнет молоко, которое только что из-под Парное коровы? только что Парное, было, да. да. Вот парным молоком. А с какого возраста вы себя помните? С какого возраста? Я думаю, что года в 2, как ходить начал, там вот так вот уже крапиву помню. А как вы учили в школе? Ну, я бы не сказал, что хорошо. 3-4, но физкультура 5, да. А кем мечтали стать в детстве? Летчиком гражданской авиации. Даже сделал попытку поступать в одно из летных училищ. На удивление сдал все экзамены, прошел по здоровью. Но не поверите, не хватило 2 сантиметров роста. А вы в детстве с уроков убегали? Да. Убегали? Как часто это было? Как часто? Да. Ну, был такой урок домовидения, по-моему, или как ли у нас называлось? Технология? Что-то такое, да. С Да, него да. я убегал регулярно. А любили подраться? Подраться? Не без этого. Это было, ну, стабильно. Но Родители ругали за это? минимум 2 раза в день. Родители? Но нет, зачем? Я же все время приходил, говорил, что я упал. Каждый день? Да. А у вас были какие-нибудь вредные привычки, например, курение?
Вредные привычки, да. К сожалению, я никак не могу избавиться вот от этой зависимости курения. Но стараюсь всеми силами бросить. Но сразу могу рассказать, как опыт курильщика с многолетним стажем. Не начинайте это делать. Бросить потом очень трудно. А вы когда начали? Начал я где-то 25, может 26 лет. А почему вы начали курить? Сейчас уже трудно вспомнить, но, скорее всего, я закончил свою спортивную деятельность в том режиме, в котором занимался. И, видать, что-то повлияло в тот момент именно, что я закурил. Может быть, хотел казаться там круче или здоровее, авторитетней. То есть это абсолютно не так. Курение – это не авторитет. В каком возрасте вам начали нравиться девочки? В каком возрасте? Да. Я почти всю юность занимался спортом, и как-то так получилось, что не было той заинтересованности, смысл которой ты вкладываешь в этот вопрос, я так думаю. Поэтому, скорее всего, уже где-то ближе к армии, наверное. А вот когда у вас была вот эта вот первая любовь? Первая любовь? Ну, первая любовь, как всегда, наверное, где-нибудь в 1 классе. То есть 7-8 лет. Первый поцелуй помните? А? Первый поцелуй помните? Первый поцелуй? Нет, скорее не помню. А в каком возрасте это было? Приблизительно. Но 7-8 лет примерно, да? А как вы познакомились со своей женой? Со своей любимой Оленькой я познакомился на одном из вечеров. Это был, по-моему, новогодний какой-то, ну, как сейчас модно называть, корпоратив. А до этого мы несколько раз виделись, так как занимались в одной спелеосекции. С тех пор мы вы вместе. сами ревнивы? А что будет, если предаст тот, кого вы любите? Я бы не хотел об этом узнать. А какие цветы должен мужчина дарить женщине? Цветы? Да. Вот по состоянию души и по желанию женщины. А вот какой вам самый ценный подарок дарили в вашей жизни? Самый ценный подарок Да. это мои дети. А вот представьте такую ситуацию. Вы на работе, и какое-то чрезвычайное происшествие. И вдруг позвонила ваша жена. Вы ради ее звонка побежите домой? Или же останетесь на работе? Ну, это очень пикантная ситуация. Ты не поверишь, я даже разрабатывал такую методу для лекций на международный класс. То есть, если, скажем, массовое, ну, чего-то там, не знаю, землетрясение, наводнение, то, соответственно, спасатели должны спасать. Но в подобной ситуации их родные и близкие находятся в той же степени в опасности, как и все остальные. Для того, чтобы я мог спокойно работать, я должен точно знать, что мои родные и близкие в безопасности. А вы жену обманываете? Нет, жену я не обманываю. Вообще никогда? Нет. А она вас? А вы делали А об этом вред? я не могу знать. Вы делали вред себе, но причиняя другим добро? Ну, как ты думаешь, если вот ты идешь с девушкой, да, идет дождь, холодно, ты снимаешь себе пиджак, накидываешь ей на плечи, это относится к твоему вот пониманию себе вред, а ей добро? Да. Ну, Вот вас вызывают на работу в любые погодные условия, в любое время суток. Как вот к этому относится ваша семья? семья уже привыкла за 17 лет, и поэтому нормально относится. С пониманием. Жена не ругает? Ну, иногда ругают, но чаще за мои какие-то личные косяки, а не за работу. А дети вам, вот вашим детям, например, не хватает вашей ласки вдруг? Ласки? Не, я стараюсь быть с детьми откровенным, добрым. Я очень их люблю. Как вы думаете, ваши дети могли бы стать спасателями? Как вы? Но первую помощь они окажут, это точно. А насчет спасения в глобальных, так сказать, размерах, ну, думаю, что тоже могли бы. А чему они от вас научились? Они у меня все ходят по пещерам, лазят по веревкам. Сколько у вас детей?
Детей у меня трое. Старшей дочери 27 лет, сыну 25 и младшей дочери 14 лет. А у вас есть внуки или внучки? Да, старшая дочь Ирина мне уже подарила 4 года назад внука Егора. Так что у меня есть мелкий, самый главный теперь в семье, Егор, которому 4 года. А вы хотите, чтобы ваш внук пошел по вашим стопам? Я сейчас не готов на это ответить, потому что ему надо немножко подрасти. Да, он очень любит машинки, то есть порулить там. Как и все мальчишки, любят технику и транспорт. Как мы знаем, вы еще известный бард. А как все это начиналось? Барт? Да. Кто вам сказал? Ну, мы знаем. Да, Мы вы узнали что? про вас все. Ага. Ну, песни я пишу с 84 года. В общем-то, А как все это начиналось? ты помнишь, как все начиналось? Как это начинается? Обычно вы берете фотоаппарат, куда-то едете и начинаете фотографировать то, что вы хотели бы показать своим друзьям, близким, то, что у вас наложило впечатление, отпечаток на вас непосредственно. Точно так же пишутся и стихи, и музыка. Спойте нам, пожалуйста. Ага, давайте. С удовольствием. Круто. Про наш славный город Уфу. Этим городом рожден много лет назад. Помню старый ипподром, а напротив сад. Деревиной на камнях высекала стих, а под камнем дедов прах на века затих. В командировку в Черниковск батя уезжал. Я с маманей провожал на автовокзал. Ан второй над петушком, в небе сизый след. Было дому моему очень мало лет. И от счастья плакала мама, первый сын. По воскресеньям ходил в парк Матросова. Ах, какие там качели, было весело. Старый добрый Шапито в парке Гафури. И мне память мудрая детство подари. Улицею Кольцевой Черниковку обойду. И куда б не уезжал, я к тебе иду. Этим городом рожден много лет назад. Любите свой город. А вы какой вид спорта любите? Именно вид спорта? Ну да. Так, ну если, скажем, спортивную нахлыстовую рыбалку отнести к виду спорта, то вот сейчас ее уже. Раньше, Почему уже? ну, раньше очень много ходил по пещерам. Первое открывание делали, первое прохождение, то есть Кавказ, Средняя Азия, Западный Кавказ. Ну, даже Чехия была, А Словакия. какая пещера вам больше всех понравилась? Пещеры, как бы очень трудно оценить, какая из них понравилась или не понравилась между собой, потому что в каждой пещере своя прелесть, то есть неповторимая. У нас, в частности, в Башкирии самое красивое, но я считаю, это шахта Октябрьская на реке Зелим. Там очень красивые образования кальцитовые. А из ледяных это ледяная Аскинская пещера. А вы часто ходите на рыбалку? На рыбалку хотелось бы чаще. А максимальный улов у вас какой был? Максимальный улов? Да. Ну, я не гонюсь за максимальным уловом. То есть, ну, скажем так, я ловил с друзьями рыбу
самую большую мы поймали 6,5 килограмм. Какая рыба? А какая была? Нет, это был таймень, и мы его отпустили. Почему? А почему? Пожалели? Так нам хочется. А вы с ним сфоткались? Да. Скажите, а где бы вы хотели побывать? Побывать? Да. Ну, у нас очень большая и красивая страна. А можно побывать там, где я уже был? Камчатка очень великолепное, красивейшее место на земле. А как вы думаете, лучше иметь много приятелей или одного хорошего друга? Приятели, ну мы сейчас даже все здесь вот приятели, в этой студии мы все приятели. Но ты готов отдать свою жизнь за любого из здесь присутствующих? Ну, не ради всех, конечно. Ну, ради кого? Не могу сказать. А куда ты сейчас посмотрел? Ага, Нет, я просто не посмотрел. но ты готов, я знаю. Вот это твой друг, ради которого ты готов отдать свою жизнь. Ее здесь нет, так что... Ничего страшного. Потерять? Ну потерять. Ты знаешь, никому бы не пожелал пережить своих детей. А почему? А повзрослеешь, поймешь. А что вам нужно для счастья? Нужно для счастья. Да я думаю, что у меня все есть. А что может довести вас до слез? Но даже хорошая музыка при каком-то сюжете может довести до слез, да? Вас просто видеть? Плакали? Ой. Плакали в каком смысле? Ну, вообще, Просто из-за горя. ронял суровую Да. слезу? Какой-то фильм смотрел. А какой, не помните? Сейчас уже не могу вспомнить. Обидеть невозможно. А вас... Рань. А? Душевно ранить вас легко? Ну, сейчас уже скорее нет. А вас часто в жизни предавали? Предавали? Да. Ну, предательство это тоже, я считаю, немножко, скажем так, философская составляющая. То есть не может быть плохих или хороших людей. Предать можно родину, может быть, да? Так. И то, если потом проанализировать и разложить, есть некоторые составляющие. Самые сильные два инстинкта – это инстинкт самосохранения и инстинкт чего? Кто знает? Второй. Размножение. И на этих инстинктах все остальное, как говорится, держится. А вот тогда вас часто обманывают? Обманывают, может быть, да. Может быть, я даже об этом и не знаю. А вы обманываете? Иногда бывает, но это ни в коем случае не во злобу или в свою выгоду. Это, скорее всего, ну, как говорится, чтобы Ложь во благо. не навредить, да. Есть некоторые моменты, которые... Чаще всего это будет звучать как полуправда, может быть. А у вас есть такой человек, который знает о вас все? Нет, скорее всего, такого человека не существует. Это только Всевышний может знать. А жена? Жена? Да. Есть такое понятие территория свободы, без которого ни одна пара не способна ужиться вместе. То есть у каждого должна быть небольшая территория свободы, которая принадлежит только ему. А вы боитесь остаться один? Вы знаете, одиночество – это как раз именно то состояние, которое, я считаю, самым страшным для любого человека. То есть, когда ты перестаешь быть востребованным, нужным и как бы необходимым для своих родных, близких, то как раз именно в тот момент, скорее всего, и происходит какая-то, так сказать, смерть. А если у вас была возможность вернуться куда-нибудь назад, вы в какое время вы вернулись? Ага. Ну, скорее всего, вернулся бы в юношеские годы, когда, скажем так, активно занимался спортом. Ну, наверное, тренировался бы лучше все-таки. Какой у вас день самый счастливый? Самый счастливый? Да. Ну, смотря какое понятие ты в это вкладываешь. У взрослых, наверное, счастливый день зарплаты.
А у детей это, наверное, что-то другое. А что такое вообще для вас счастье? Счастье. В современном мире, наверное, трудно это объяснить. Счастье это когда телефон не берет, вода чистая, все живы и здоровы. А какого цвета счастье? Счастье все-таки светло-голубого. А почему? Почему? Цвет неба. Потому что голубой цвет, он самый такой приятный, самый комфортный. Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Нам было очень интересно. И хотим вам пожелать, чтобы вы также спасали людей, чтобы у вас было много здоровья, чтобы вы всегда были счастливы и приносите людям счастье. Спасибо вам. Я хочу вас поблагодарить от всей души. У вас вот очень прям такое большое сердце, прям вот везде веет им, пахнет. И я очень благодарна вам за то, что вы спасаете многих людей, и у вас такая очень хорошая работа. Продолжайте в таком же духе. Я вам выражаю огромное спасибо. Я горжусь тем, что у нас в стране есть такие люди, как вы. Потому что это такая тяжкая работа, и мне кажется, что спасать людей, вообще все живое спасать, это же риск. Вам спасибо большое за живое общение. Спасибо тем ребятам, кто это все приготовил. Я просто видел перед началом этот их кропотливый труд, сколько они здесь возились с нами, со всеми. Спасибо всем. Спасибо. Вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Дети задавали самые неожиданные вопросы, но в силу, так сказать, обстоятельств и жизненного опыта я был практически ко всем готов. Но все равно было интересно услышать от детей, где находится душа. Или как защититься от собаки. То есть, что делать, если страдаешь клаустрофобией. Я считаю, что с детьми нужно общаться на уровне взрослых. То есть, как мы с вами разговариваем, так же нужно относиться и к детям. И чем раньше мы их научим каким-то мелочам, тонкостям, в том числе тем, о которых мы сами стесняемся говорить, тем больше они получат жизненного опыта, и больше у них останется время на самосовершенствование. Мне Юрий Александрович понравился тем, что он очень добродушный человек. Поэтому в своем портрете я нарисовал его в карикатурном стиле. Я ему нарисовал большую голову и маленькое тело, так как это для меня это как символ добродушности, потому что это комично выглядит. А он сам такой веселый человек и любит петь. Для меня он показался довольно искренним, добродушным человеком. И по нему очень видно то, что он любит свою жену. И в своем портрете я ему нарисовала сердце, потому что у него очень доброе сердце. Он очень хорошо рассуждает о жизни. И по его ответам я поняла, что ему не важны деньги, а важны жизни людей и не только людей. Я очень рада, что встретилась с Юрием Александровичем, потому что я сейчас знаю, что если что-нибудь случится, мне обязательно помогут, приедут, мне окажут помощь. Дети нарисовали очень много интересных вариантов моего облика, но я выбрал вот самый такой, мне показалось, отражающий мою сущность. Я надеюсь, что эти дети будут намного честней, справедливей и больше будут любить свою родину, самих себя и окружающий нас мир.